Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека предлагает вашему вниманию информационное сообщение «80 лет с начала битвы за Ленинград». Битва за Ленинград началась 10 июля 1941 года и продолжалась до 9 августа 1944 года. Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Первые бои за Ленинград развернулись в июле 1941 года на Лужском оборонительном рубеже. 25 августа немецкие части прорвали оборону советских войск, перерезали Октябрьскую железную дорогу и 8 сентября овладели Петрокрепостью. Город оказался в кольце блокады. Защитники и оставшееся население Ленинграда в условиях непрерывных бомбежек, голода, холода, болезней героически отражали натиск врага. Но захватить город сходу врагу не удалось. Советские войска во взаимодействии с флотом оказали упорное сопротивление. Вскоре наступление немецко-фашистских войск было приостановлено. Положение под Ленинградом постепенно стабилизировалось. 6 октября в связи с осложнением положения под Москвой Георгий Жуков по вызову Сталина вернулся в столицу. Не сумев захватить Ленинград сходу, гитлеровцы подвергли город жестоким бомбардировкам и артобстрелам, пытались покончить с населением и защитниками голодом и холодом. Попытки советских войск деблокировать Ленинград в декабре 1941 года и летом 1942 года не увенчались успехом. Но голод и холод не сломили ленинградцев. В городе работали многие предприятия. Они изготавливали и ремонтировали боевую технику и оружие, давали фронту боеприпасы. За время блокады в Ленинграде было отремонтировано и изготовлено 2000 танков, 1500 самолетов, более 7000 полевых и морских орудий, 12 тысяч минометов, 225 тысяч автоматов и винтовок, около 10 миллионов снарядов и мин. В конце 1941 года по льду Ладожского озера была проложена знаменитая дорога жизни, связавшая Ленинград с Большой землей. Когда лед окреп, по ледяной дороге потянулись длинные колонны грузовых машин с продовольствием, горючим, оружием и снаряжением. 12 января 1943 года, накопив резервы, начали встречное наступление войска Ленинградского фронта под командованием генерала-лейтенанта Говорова и части Волховского фронта под командованием генерала армии Мерецкого. Их поддерживала авиация дальнего действия и части сил Балтийского флота. 18 января передовые части Ленинградского и Волховского фронтов встретились в районе Синявино. Блокада Ленинграда была прорвана. 14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция, которая проводилась войсками Ленинградского, Волховского и частью сил 2-го Прибалтийского фронтов. В результате ожесточенных наступательных боев войска Красной армии и флота нанесли крупное поражение немецкой группе армии «Север» и 27 января 1944 года полностью сняли блокаду Ленинграда. Среди множества подвигов, совершенных советским народом в годы Великой Отечественной войны, оборона Ленинграда выделяется как яркий пример стойкости, как проявление массового героизма. За мужество и героизм свыше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями, 226 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года была учреждена медаль за оборону Ленинграда, которой награждено 1,5 миллиона человек. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета Ленинграду было присвоено звание города-героя.